В эти минуты в Москве начинается церемония оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение лидера государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка текущего положения дел в стране и определяются ключевые направления внутренней и внешней политики. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Катя, отойдите, пожалуйста. Дамы и господа, убедительно просим вас занять места в зале и отключить звуковые сигналы мобильных устройств.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России. Сегодняшнее послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего, социального и экономического развития. И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в Майском указе, развернуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России. Наша задача носит долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это все прекрасно знаете. Его запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще мы этот период, считаю, прошли формирование задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи, но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их нельзя. Они сложные, как я уже сказал, да, значит, требуют больших усилий с нашей стороны, но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей, кроме того, не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации. При этом хочу подчеркнуть и повторить. Наши проекты развития, они не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. И их результаты должны быть видны в каждом субъекте федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, на земле, реализуется основной массив конкретных задач. Подчеркну, благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам, сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны, колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей. Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти. Уважаемые коллеги, теперь о наших задачах более конкретно и прежде всего о ключевой из них, о сбережении народа, а значит о всемирной поддержке семей. Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации.
Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в 20 веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Конечно, нет. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда казалось, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24 годов добиться возобновления естественного прироста населения. Сегодня хочу сказать о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей. Первое. Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до 1,5 лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребенка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе федерации. От 8 тысяч рублей, скажем, в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе. А в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до 2 прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит такие запросы есть у людей. Мы видим их, и прямо напрямую даже в администрацию президента вступают. Это позволит практически в 1,5 раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5500 рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе. Третье. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьезная, комплексная задача. Подробно о ней еще скажу чуть ниже. Но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Ну, для примера, что это значит? Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье 3 детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток. И таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих субъектах Федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение повсеместно. А регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми. Четвертое. Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это и указано в майском указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. Напомню, с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки.
Напомню, ставка для них 6%. Все, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4500 семей. Возникает вопрос, почему? Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят. Ну и понятно в чем. Понятно почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную, как минимум, перспективу, в долгую. А сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Да, конечно, это потребует дополнительных денег. И не маленьких. В 2019 году 7,6 миллиарда рублей, в 2020 21,7 миллиарда рублей, в 2021 году 30,6 миллиарда рублей. Но по оценкам программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти, мы знаем, где их взять. Они у нас есть, и нужно их использовать на вот таких важнейших для нас направлениях. И еще одно решение прямого действия. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом, с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Обращаю внимание и правительства, и депутатов Государственной Думы. Если потребуется, нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020 28,6 миллиарда рублей, в 2021 30,1 миллиарда рублей. Деньги большие, надо их предусмотреть и использовать на этом важнейшем, как я уже сказал, направлении. Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Я прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой. И, конечно, справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что может меняться кадастровая или рыночная стоимость объекта, но в любом случае сумма налога не должна скакать непредсказуемо меняться. Мы уже ограничили 10% годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков. Далее. Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены еще и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имея в виду в том числе и наши новации в строительной сфере. И тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое семье, и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства, мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.
Всего же за 3 года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, еще мы с вами предложим, все это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям. До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно в такой проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически. Что хотел бы подчеркнуть? Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть исчерпывающим. Он именно первоочередной, с учетом сложности демографического вызова, с которым сталкивается Россия. Будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении. Прошу вас всех, уважаемые коллеги, и правительство, и Федеральное собрание, думать на эту тему и предлагать решения. Уважаемые коллеги, решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас около 19 миллионов. Но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло там к 15 миллионов. Сейчас это немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание, на борьбе с этим явлением. Причем серьезные материальные проблемы испытывают все еще гораздо больше людей на самом деле, чем те, которые официально находятся за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, это многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет, или им не хватает квалификации. Причин для бедности на самом деле не только в нашей стране, в мире вообще очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что эффективно можно работать на этом направлении. Я назову эти регионы. Это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская область, ряд других регионов России. Показывают, что работающий механизм такой поддержки может стать социальный контракт. Так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. И, подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременные и определенные обязательства. Пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это. По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Далее. Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нам нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно, но в жизни может случиться все, и бывает все. И потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее.
непростая задача. Здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать. Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов. Подчеркну, и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы. И, конечно, нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали. Но вот в качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем. В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь в зале понимают, наверное, о чем идет речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали. И получилось, что прожиточный минимум сравнялся, либо превысил. Перестали эти доплаты делать. Вот и все. Необходимо было учесть все нюансы. Однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать. И доплатить людям те деньги, которые они недополучили. И что особо хочу сейчас отметить. Все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа. Мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день, с утра до вечера – это сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги. И тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда. Уважаемые коллеги, следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как растет, и действительно растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает. И понятно, с чем это связано. Ведь об этой системе, как правило, судят по первичному звену, поликлиникам, амбулаториям, фельдшерским, акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь. Невозможно быстро и бесплатно пройти необходимое обследование. А в отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на прием. Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих средних цифр не легче. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех, без исключения, населенных пунктах России. Для всех граждан, где бы они ни жили. Так, для справки хочу сказать, что уже за 19 и 20 годы
должно быть построено, и, надеюсь, будет построено и модернизировано еще 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания в регистратуре у кабинета врача в среднем сокращается в 3-4 раза. Я был в таких поликлиниках. Работают очень здорово, очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с ограниченными возможностями, для родителей с детьми. Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало. Они скорее исключение, чем правило по стране в среднем. С учетом лучших региональных практик, а они, повторяю, есть, поручаю правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник, принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. И в первую очередь уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Обращаю внимание, дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства. На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение 3 лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю, обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить, наконец, пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок. Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь надо, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Врачи – 1 000 000 рублей, фельдшеры – 500 000 рублей. Далее. Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать. И работа здесь предстоит большая. Давайте начнем хотя бы с создания хотя бы 2 детских реабилитационных центров мирового уровня, так же, как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше. В послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие 6 лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз, выздоравливает более 80% детей. При некоторых формах рака более 90% излечивается. Еще сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима. Спасти удавалось не более 10-20% заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. Во многих случаях выход был только один – обращаться в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался. Мы понимали весь трагизм этой ситуации и направили на развитие детской онкологической помощи, онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения. Работали очень активно с нашими друзьями из-за границы. Некоторые врачи из Германии просто переехали в Москву, здесь проводили, да и, наверное, проводят до сих пор значительное время. И в целом добились результата. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас создана, фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследование на онкологические заболевания. Подчеркну,
в обязательном порядке. Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей. Далее. Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома. Настроить ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека. Кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, сиделку, а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. За 4 года их нужно внедрить по всей стране. Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение – это организация паллиативной помощи. По оценкам в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а вот волонтеры мне говорили, может быть, и 1 миллион. В январе посещал, как вы знаете, детский хоспис в Петербурге, говорили о проблемах. Знаю, что вчера депутаты Государственной Думы во 2-м чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и при необходимости оперативно внесем коррективы, обязательно учитывая позицию волонтеров, о которых я только что упоминал, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей. Всех, кто давно от сердца идет это, занимается оказанием паллиативной помощи. Уважаемые коллеги, люди предъявляют все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. Если вы помните, впервые она зазвучала у нас на одной из моих прямых линий. Да, так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, 100 лет. То есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны переполнены. Они десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно, ну как давали разрешительную документацию выдавали на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками. Кто об этом подумал? А должны были подумать. Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делает вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но эти трудные вопросы обязательно надо решать. С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. Удивительно, но вот еще год назад мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Несколько раз приходилось говорить и Министерству внутренних дел, и прокуратуре. Знаете, удивительно, еще раз хочу сказать, но почти ничего не двигалось. Пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану, там никого не пускать. Только так работает. Потому что вот эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются. И наживаясь на этом, обеспечивают свое благосостояние неплохо. И свой бизнес, так называемый, прикрывают. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе операции на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие 2 года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за 6 лет и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.
Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих в частности сжиженный природный газ. У нас его достаточно, так как ни в одной стране мира. Надо, да, это вообще, на самом деле, это непростой и финансово емкий проект, но нужно это делать. Он принесет результаты и по бизнесу, и людям. Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны. И в первую очередь тех 12 городов, о которых я говорил еще в послании 2018 года. Эти города нужно, наконец, вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов. Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чем там идет речь. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны. Сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги. Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки. Ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и Саха-Якутия, в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены. Режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать: в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства. Надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают, но надо это решать в комплексе. Уважаемые коллеги, в лучших столичных и региональных вузах России растет число студентов из небольших населенных пунктов, удаленных районов. По данным международных исследований, ученики наших начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках. Да, мы с вами это видим по конкурсам, по различным универсиадам, которые проводятся в этой сфере. Все это показатели качественных изменений в школьном образовании. Однако при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в этой важнейшей сфере. Так, доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году. Было всего 12%. До 85% в 2018. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше 1,5% школьников. Но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей что? Только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы. За 2 года проблему нужно полностью решить. Мы можем это сделать. Знаю, правительство думает об этом, принимает определенные решения. Я вас прошу поддержать те регионы, где нет собственных возможностей пока. Далее. Когда в 2006 году мы начали подключать школы к интернету, технологии были совершенно другими. Знаете, и тогда это казалось прорывом просто. А это и было прорывом на самом деле. Тогда это было очень здорово.
Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами уже задача нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Вот в 2006 году, напомню, при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду. То есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. В 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны. А в федеральных перечнях школьных учебников, федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания. И, конечно, важнейший вопрос – кадры. Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города. Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Не позднее 2023 года заработают культурно-образовательные центры в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе. В них будут представлены наши ведущие музеи и театры, а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс начнется уже в следующем году. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой. Прежде всего в регионах, на местах. Здесь работают много увлеченных, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела. Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны. В том числе дополнительно направить на эти цели средства из фонда президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. И еще более 6 миллиардов рублей на поддержку центров культурного развития в малых городах России. Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно экономить 4 миллиарда рублей примерно и направить их на свое развитие, на повышение зарплат сотрудников. И, конечно, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах. Уважаемые коллеги, обращаю внимание глав субъектов Федерации, необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Вот это очень важная вещь, коллеги. Я многократно, постоянно вам об этом говорю на встречах. Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться. У нас более 40 миллионов граждан, это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры, получают фиксированные доходы. И они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу правительство учитывать это в своей работе. Еще более 70 миллионов человек трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ведут небольшой бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства. Квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях. В конечном итоге нужны высокие темпы
экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан. Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой кубышки для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемые эффекты, но нужно, чтобы также ожидаемым была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка безопасности. Вот могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают. В том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок, где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача дорастить там до определенного уровня и потом потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Вот мы сейчас к этому подошли. Мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиардов рублей. Для того, чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю здесь 4 приоритета. Первое – это опережающий темп рост производительности труда. Прежде всего, на основе новых технологий и цифровизации, формирования конкурентоспособных отраслей и, как результат, увеличения несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза за 6 лет. Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас все было надежно и работало как часы. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства. Третье. Снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов. И четвертое – подготовка современных кадров, разумеется. Создание мощной научно-технологической базы. На этих направлениях, на конкретных задачах, позвольте остановиться чуть-чуть поподробнее. В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу это прямо употребить это слово. Исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машины- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка, вдумайтесь, 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России. Обращаюсь к правительству, регионам, представителям госкомпаний, которых вижу здесь в этом зале. Конечно, надо покупать все самые современные и подешевле. Естественно, все хотят быть конкурентными и должны быть конкурентоспособными. Но там, где возможно, опираться нужно на своего производителя, на отечественного. Надо их искать, даже вместе с ними работать. Конечно, должна быть конкурентная среда, но у нас есть уже инструменты поддержки именно своего производителя. Нужно не забывать про эти инструменты, использовать их. Подчеркну, доступ к заказам должен быть равным, во всяком случае для своих, для национальных компаний, чтобы побеждали и те, кто докажет свою состоятельность напряженной работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые технологии и повышать производительность труда, предлагать лучший конкурентный товар. Что касается оборонно-промышленного комплекса,
то нужно использовать сегодняшние возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь. Есть определенные цифры по годам. Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника. Поручаю правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку Института развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Это законодательство, а точнее, эти законы не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию. Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году рост был 19,4%, составил 20, и экспорт составил 25,8 миллиарда $2. В 2024 году это должно быть уже 45 миллиардов долларов. Кстати, мы не только являемся одним из крупнейших экспортеров пшеницы. В прошлом году объемы ее экспорта составили 44 миллиона тонн. У нас есть еще и одно весомое достижение, еще как минимум одно. Благодаря разработкам российских ученых мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия. Ключевым долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства уже в этом году. Необходимо принять новую программу развития сельских территорий. И она должна заработать с 1 января 2020 года. И еще. Наши естественные преимущества, я думаю, что все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной, чистой, зеленой продукции. Он должен подтверждать, что ее производство использует только безопасные для здоровья человека технологии. Служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет все в лед, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось за гарантией. Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась. Согласно сегодня почти половина дел, 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Но что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц,
по предварительному сговору. Но это вообще ерунда какая. Но такое бывает, к сожалению. И это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы, раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий. Вот с генеральным прокурором, с председателем суда Верховного мы говорили на этот счет. Но действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был, следователь отвечает. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников. В МВД особенно. Там просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может быть, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за решеткой, в отпуск пошел. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Вот такого не должно быть. Надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения. Также деловые объединения и агентства стратегических инициатив предлагаю им создать специальную цифровую платформу. Они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичную информацию о давлении на бизнес, но главное добиться рассмотрения вопроса по существу. И вы знаете, здесь обращаются к руководителям этих самых правоохранительных органов. Не нужно этого пугаться. Это подспорье как раз для руководства этих органов, с тем, чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне для начала. Я поручаю правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм. А правоохранительным ведомствам МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая четкие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме. Далее. Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте действительно подведем черту. И с 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся 2 года есть впереди, при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные сдать в архив. Вот смотрите. Мы когда обсуждали эту тему, многие коллеги сказали, и искренне сказали, реакция была такая: страшно. Действительно, вы знаете, страшно. И есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины. Они же десятилетиями накапливались. Еще с советских времен многие работают. Со времен Очакова и покорения Крыма. Не 14-й год имею в виду, конечно. Еще со времен Грибоедова и раньше. Конечно, там столько всего отрегламентировано. Столько понаписано. Но я, сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100%, что там написано. Поэтому нужно провести этот анализ за 2 года, не бояться этого, засучить рукава, провести эту работу и действительно оставить только то и обновить по-современному то, что действительно нужно для организации работы. Уважаемые коллеги, на базе передовых технологий